Государственной академией художеств Туркменистана организованы 10-дневные мастер-классы по традиционному иранскому искусству, миниатюре и золочению. Мероприятие организовано Иранским культурным центром при посольстве Исламской Республики Иран в Туркменистане. Занятия проводят приглашенные иранские наставницы, художница-миниатюрист Саиде Сахер Хашеми и мастерица по золочению Наджмех Хусейнян. Они работают с туркменскими студентами второй год подряд. Лучшие работы прошлогоднего обучения были представлены на выставке в фойе Академии. В работе с позолотой мы всегда стремимся к совершенству. Когда есть возможность, мы используем 24-каратное золото. Это высший стандарт. Однако арсенал современного мастера широк. Мы применяем как акриловые золотые краски, популярные сейчас у молодежи, так и гуашь, а также специальный золотой порошок, который с помощью медиумов прочно сцепляется с поверхностью. В древности золото было доступнее, поэтому тогда его использовали чаще. Позолотой украшали Коран и священные тексты. Сегодня это искусство применяется не только в миниатюре, но и в декоративных и архитектурных работах, от украшения одежды, отделки предметов быта до оформления сияющих куполов и фасадов зданий. Для нас золочение — это не просто ремесло, это живая часть нашей великой традиции. Древнее искусство тасхиб, что в переводе означает «роспись золотом», представляющее собой художественное декорирование текста, было включено в список ЮНЕСКО. Эта совместная заявка была подана Ираном совместно с Таджикистаном, Азербайджаном, Узбекистаном и Турцией. Мир персидской миниатюры и тасхиба полон удивительных деталей. Миниатюра, в отличие от европейской живописи, традиционно не стремится к реалистичной передаче объема и перспективы, а создает свой идеализированный мир, где главное – это гармония цвета, изящество линии и декоративность. Некоторые современные мастера тасхиба работают с такой ювелирной точностью, что вынуждены использовать линзы или увеличительные стекла, чтобы прорисовать мельчайшие элементы орнамента. Художники веками использовали пигменты, часто из драгоценных минералов, таких как ляпис-лазурь для ультрамарина, а также настоящее золото и серебро. В эпоху, когда искусственный интеллект уже освоил создание музыки и живописи, вопрос о будущем ручного труда и древних искусств стоит особенно остро. Но я могу сказать однозначно, искусственный интеллект не угрожает миниатюре. Искусственный интеллект – это великолепный, но бездушный инструмент, способный лишь имитировать стиль и генерировать изображение. Миниатюра же – это не просто картинка, это мир, требующий тактильного взаимодействия с материалом, запаха красок, текстуры бумаги и уникального следа тончайшей кисти. Ценность ручной работы заключена в медитативном процессе и несовершенстве, которое делает работу живой. В то время как искусственный интеллект идеален, он лишен души и личного опыта мастера. В эпоху массового цифрового контента миниатюра не под угрозой, она наоборот становится тихой роскошью, подлинностью которой будут дорожить еще больше. Мы не боимся искусственного интеллекта, мы видим в нем фон, на котором уникальность человеческой руки сияет еще ярче.